торжественная церемония открытия регионального гоночного этапа Всероссийского робототехнического фестиваля. Участники турнира слегка испытывают волнение перед началом состязаний. И чтобы немного подбодрить ребят, учащиеся гимназии номер 1 города Назрани подготовили для них небольшую концертную программу. На соревнованиях присутствовали множество почетных гостей. В их числе и заместитель министра образования и науки Ингушетии Петимат Угурчиева, которая обратилась напутственным словом к участникам фестиваля. Я желаю вам всем удачи, потому что это очень серьезный конкурс. Это конкурс сегодняшнего дня. И дай Всевышний вам всем удачи уже выходить на федеральный конкурс. После официального открытия ребятам дается время, чтобы протестировать своих мини-роботов. На старте робот из конструктора Лего. В номинации «Шорт-трек» важно не только ехать быстро, но и не сбиться с курса. Поэтому на этих соревнованиях участники выступают и как конструкторы, и как программисты. Сначала модель нужно собрать, а затем написать для нее программу. Робот едет с помощью датчика. Программа же анализирует сигналы и принимает решения. Тяжело собрать такого робота? Ну, нормально. Ну, что для этого требуется? Для этого требуются важные детали ровные. Если будет где-то ошибка, то он будет зависать и не пойдет. И программа тоже. Воспитанник Центра образования в городе Магаз Берж Цукиев борется за звание лучшего в номинации «Сортировщик». Тут необходимо просчитать всю траекторию движения, а главное условие – погрешности быть не должно. Поэтому программировать роботов приходится как минимум 10 раз. Это робот-исследователь. Он должен ехать по линии и сортировать, то есть кубики нужного цвета, он будет собирать их сюда, конусы будет выкидывать в одну сторону, ненужные кубики в другую сторону. Свои технические изобретения и умения их программировать в региональном отборочном туре RoboFest-2019 демонстрируют около 30 команд со всей Ингушетии, участникам от 9 до 12 лет. И в таком возрасте хорошо развита фантазия, что идет на пользу в роботостроении, но регламент все же вносит кое-какие ограничения. Свою конструкцию, за исключением размера робота и требования регламента таких, как определенное количество датчиков, определенное количество моторов, за исключением этих правил, они могут создавать своих роботов на свое усмотрение. Единственная, главная их задача – то, чтобы робот исполнял поставленную перед ним цель. Клуб робототехники в гимназии номер 1 Назрани открылся еще в 2014 году. Для юных изобретателей была оборудована школьная мастерская инновационного творчества. Через подобные занятия высокими технологиями у ребят появляется интерес изучать точные науки и развивать как логическое мышление, так и навыки проектирования. Я уверен, что это действительно будет способствовать тому, чтобы в скором будущем наша молодежь будет поступать действительно в большем количестве в вузы технической направленности. И уверен, что это даст свой такой, свой выхлоп и приведет к хорошему результату. И уверен, что наши ребята сделают свой вклад в развитие технического направления. По результатам конкурса самые лучшие участники представят республику на Всероссийском фестивале робототехники в Москве, который пройдет уже в марте этого года. Михаил Тангиев, Зураб Гайтов, Новости 24.